Вуктыльскую больницу ждет пополнение. 2 машины скорой помощи должны стать хорошим подспорьем для местных фельдшеров. Из последних обновлений – фиброгастроскоп. Аппарат, предназначенный для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Наряду с другими районными стационарами такую технику закупают для борьбы с онкологией. Министр здравоохранения Коми возложил на участковых врачей ответственность за низкий процент диагностики рака на ранней стадии. К сожалению, у нас в республике показатели хуже, чем в Российской Федерации, именно по этому показателю. То есть в той стадии, когда еще человеку можно помочь, прооперировать, в первой и второй стадии выявляемость не более 47%, хотя в среднем по России 53-54%. И это задача именно первичного звена, это задача тех врачей, которые непосредственно имеют первый контакт с населением. Десятки социальных вопросов и в рабочей повестке Натальи Михальченковой. Вице-премьер Коми заверила, что правительство региона готово помочь в открытии учебных центров при школах. В своих специалистах Вуктыл заинтересован как никогда. Понятно, что и в решении других вопросов без помощи республиканских ведомств не обойтись. Нас беспокоит состояние материально-технического ряда объектов. В том числе мы видим, что требуются инвестиции для развития бассейна и поддержки учебно-лабораторной базы в современном состоянии. В очередной раз встал вопрос по ремонту Вуктыльского стадиона. К жизни этот спортивный объект вернут только капитальные преобразования. Для этого руководству Вуктыла необходимо оперативно провести все расчеты и подготовить проект. Требует капитального ремонта стадион. Хотим пересмотреть бюджет Министерства спорта в другом направлении. Если мы были нацелены на строительство новых, то хотим переориентировать наши деньги на ремонтные дела. Хотим заявиться, чтобы нам выделили средства на ремонт наших спортивных сооружений. И вот эту работу будем вести по всей республике. Хотелось бы, чтобы ваш объект, стадион, тоже вошел в нашу программу. Оценил Анатолий Князев и перспективы фермеров Вуктыла. К примеру, в том же Дутово аграрии готовы расширяться. Проект коровника на 50 голов – оптимальный вариант для местного хозяйства. Сейчас как раз идет работа над проектом. Региональный Минсельхоз готов его поддержать рублем. Виктория Палкина, Светлана Хахалина, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыл.